Здравия, зрители и подписчики нашего канала. Сразу скажу, к этому ролику я не готовился, просто нахлынуло, и вот решил включить микрофон и записать все, что думаю, записать свои мысли по поводу будущего канала. Так называемый крик души, так в ролике и написал название. В общем, вчера был выложен ролик с очередными новостями про Александра. В этом же ролике было предложено накануне Пасхи открыть сбор на посылку Александру. Денежные средства я бы мог передать Наталье Стальной. Контакт у меня ее есть. Как-то переписывались с ней в Телеграме. Тут же последовало море хейта, море вопросов. Я единственного не пойму. Вас кто-то за руку привел на этот канал и держит? Или что? Слава богу, у нас еще осталась свобода в плане выбора контента. Никто нас не принуждает что-либо смотреть, что-либо не смотреть. Последовали вопросы. Зачем ты дублируешь канал Виктора Егорова? Вот этот человек, который написал это, он посмотрел, сколько роликов на моем канале, где он увидел дублирование контента. Если есть новость, неважно какая новость, которая, допустим, распространилась на весь мир, все каналы вещают одно и то же. Одну и ту же новость. Они что, друг друга дублируют или как? Я понять не могу. Если это произошло, я как должен исковеркать новость про Александра или как? Если я об этом услышал, я это донес на своем канале. Далее, по поводу сбора пишут мошеннический счет и так далее. Где он мошеннический? Написано от подписчиков нашего канала собрать посылку. Нет, так нет. Можно написать свое мнение. Не надо, не стоит. Но зачем разводить какую-то грязь на канале? Я еще раз говорю, за руку вас никто не держит. Теперь, что касаемо телеграм-канала. Я потратил свое время, разобрался и создал все-таки телеграм-канал с платной подпиской. Объясню, почему с платной. Для того, чтобы фильтровать людей. Стоимость подписки месячная 333 рубля. В наше время это, не знаю, равносильно, наверное, чашечке кофе. Вот. Также там есть подписка на 3 месяца и на год. Соответственно, чем дольше срок, тем подписка за месяц получается дешевле. Объясню, для чего создавался телеграм-канал. Во-первых, там будут открытые комментарии под каждым постом. Во-вторых, туда смогу выкидывать, как вы видели на нашем канале, много этно-музыки, фолк-музыки, различные красивые иллюстрации, картинки с изображением природы наших предков. Также на нашем Дзене есть интересные статьи касаемо наших предков. Это все будет публиковаться в телеграм-канале. В телеграм-канале будет гораздо больше подобного рода музыки. Гусли, этно, народная и так далее. С телеграм-канала удобнее слушать, там встроенный проигрыватель. Вы можете включить музыку, заблокировать телефон и слушать. На ютубе, к сожалению, такой функции нет. Экран должен постоянно быть включен. В общем, не мне рассказывать преимущества, а стоит просто самим попробовать. Думаю, это будет интересно. И теперь, подведя итог всему, скажу, что за сутки на посылку Александру Габышеву было переведено 0 рублей. Хорошо, согласен, идея провалилась. Не будем этого делать. И в телеграм-канал оформили подписку 0 человек. Поэтому не знаю, как быть, как работать дальше с каналом.
А почему я употребляю слово «работать»? А потому что вы сами попробуйте, создайте и в таком формате поведите канал, когда за неделю выходит 3, 4, 5 роликов, а то и больше, когда ты собираешь информацию. Вот, допустим, даже выложил я недавно гусляную музыку, недавно выложил этно-песню на белорусском языке «Коляда». Это мой друг Максим Анухин исполнял. Мне нужно выбрать, прослушать данной композиции, выбрать нужную. Мне нужно сгенерировать все картинки. Мне нужно эти картинки закинуть в программу, сделать переходы. Нужно почистить звук на музыке, чтобы он был более четкий. Нужно все это залить, назвать, сделать картинку к видео. На это все, вот допустим, на вот этот ролик на белорусском языке у меня ушло от 2 до 3 часов. Вы понимаете, на это уходит время. То время, которое я бы мог потратить, например, ну не знаю, на улучшение благосостояния, на какую-нибудь подработку, да, или просто на свой отдых, или просто на занятие спортом. Но я сам выбрал эту стезю, меня никто за руку тоже не держит, вы правы, и я это делаю. Но когда ты не получаешь никакой отдачи, ты остаешься как будто бы один посреди большого бескрайнего поля. Да, комментарии какие-то подогревают. Спасибо вам большое. Я понимаю, что не у всех людей есть возможность материально поддерживать канал. Но вы поймите, YouTube сейчас монетизацию отключил. С канала прибыль не получается. И я уверен, что из 63 тысяч человек на канале, но не все бедствуют. Я сейчас никого не принуждаю, не призываю ни к чему. Но просто... Если остались люди, осознающие это, просто чтобы они подумали и пришли к какому-то выводу, нужен для них этот канал или не нужен. Все, друзья, надеюсь, я никого своими словами не обидел. Что делать дальше, буду пока думать, не знаю. Стандартно оставляю под роликом ссылку на Telegram бот, в который можно зайти и оформить подписку на наш телеграм-канал, и реквизиты для поддержки канала. Все, друзья, всем здоровья, всех благодарю. Слаб и немощен я, как несчастный слепец, я хожу без тебя. Ты мой ум просвети благодатью живой, дай мне радость пути.